Валерій Сахальчик, об'єднаний переходний кабінет у нашій студії. Господар Валера, вітаю вас. Ну, власне, гучна така досить заява. Як, на ваш погляд, може виглядати ось гэты план развіцця падзеяў по бліцкрыгу на Вільню? Да, я обладаю информацией, что вполне серьезно рассматривается сценарий и применения тактического ядерного оружия, и войсковой операции, направленной на Литву. Причем информацию я имею как из Беларуси, так и из России. Вопросы отрабатываются практически, включая дезактивацию местности после применения ядерного оружия. Да, конечно, можно сказать, что это просто тренировки, но раз военные проводят такие тренировки, значит, на это есть запрос политического руководства, значит, это все может стать реальным, что заставляет нас готовиться как минимум к такому сценарию. Ядровая зброя може бути використана з території Білорусі? Ровно год назад в этой студии мы разговаривали о том, что будет, если ядерное оружие все-таки будет размещено в Белоруссии. Я высказал тогда свое мнение, я при нем остаюсь. Да, кажется, Лукашенко почувствовал себя как-то спокойнее и сильнее, заполучив ядерное оружие. Но, во-первых, он рассчитывал, что он будет им управлять, а такого не случилось. Этим оружием управляет Россия. Во-вторых, я думаю, что Россию в последнюю очередь интересует спокойствие Лукашенко. Они думают о том, как получить дополнительный рычаг давления на НАТО, на Европу. И, конечно же, только с этой целью они вводили ядерное оружие на территорию Беларуси. И белорусы стали заложниками воли России. Как Россия использует свою волю, мы видим прекрасно на наших глазах. Несколько дней назад мы увидели, что произошло в Крокус-Сити. Это продолжение того же сценария, который был в начале, когда Путин только пришел к власти. На ваш погляд, это так да, и подрывались дома один за другим, так? чтобы прикрутить кран с демократией и устрашить народ. Ну, также сейчас ему нужно всех сплотить, заставить всех забыть, как он выиграл эти выборы, заставить всех воспринять нормально мобилизацию и таким образом, ну, как-то подняться на какой-то новый качественный уровень введения войны. Для меня это абсолютно понятно. Мне кажется, для любого мыслящего человека это абсолютно понятно. И сейчас, получается, Беларусь является заложницей воли этого человека. Ну, хорошего мало. Але тым не менш, калі мы кажам пра Расію, якая там месяцамі спрабуе заняць нейкія украінскія вёскі, і тут яна наважваецца захапіць сталіцу еўрапейскай дзяржавы, Вільню. Як вы сабе гэта бачыце? Ну, 2 с небольшим года назад, когда Россия только планировала начинать войну с Украиной, они рассчитывали на другой сценарий. Они поломали зубы об украинцев, поскольку украинцы оказались совсем не тем народом, который они себе представляли. Но сейчас у них есть надежда, что европейцы не будут сопротивляться, что общественность европейских стран будет давить на своих политиков и заставлять их сесть за стол переговоров с Путиным. Путин тратит огромные деньги на выращивание путин-ферштейнеров в Европе. Миллиарды тратит на то, чтобы коррумпировать элиты европейских стран, обратить их в свою веру. И эти люди, беря деньги, заверяют его, что да, мы свою работу исполняем, миллиарды отрабатываем, здесь все тебя боятся, и все вот к этому готовы, давай. Так же, как это было с Украиной. Я думаю, что расчет делается на это, потому что Путин не дурак, его окружение не глупые люди, они понимают, что в стратегической перспективе они противостояние в Украине проигрывают, это совершенно точно. Несмотря на какой-то там кажущиеся тактические успехи, там успешный штурм какого-то хутора или дачного поселка, война из категории войны между Россией и Украиной плавно перешла в категорию войны цивилизаций, войны азиатской деспотии с цивилизованным демократическим миром. И потенциал этих двух миров, этих двух цивилизаций несопоставим. Россия проиграет совершенно точно. Я вижу
признаки того, что к этому все уже поворачивается. И Путин это видит. Ему нужно это все остановить в выгодной для себя позиции. І для гэтага ён наважыцца разам з Лукашэнкам напасці на адну з краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу. Ну, без Беларуси этого не сделаешь. Территорию Беларуси нужно использовать в любом случае. И, к сожалению, в этот раз я допускаю, что могут быть задействованы войска белорусские. Якім чынам гэта можа быць патлумачана у будучым самім Александром Лукашенко? Ну вось, ён заўсёды казаў, мы супраць вайны, нас там няма ва ўкраіне, мы не ваюем. А тут раптам вось захопім Вільню, бомбанем Варшаву. А сколько раз Александр Лукашенко за 30 лет у власти менял свою позицию и свое мнение? Ну, кто-то еще не привык к этому. Але гэта катастрофа. Для А Беларуси. у него есть какой-то выбор. И для Лукашенко. Он настолько сильно зависит от России сейчас, что если он попробует не выполнить какую-либо просьбу Путина, и ему будет отказано в экономической помощи, сколько продержится экономика Беларуси? Але тут же ж не пытанне эканомікі, тут пытанне асабістай бяспекі Александра Лукашэнкі і, канешне, бяспекі ввогуле існавання далейшае самой Беларусі. Для яго ўлада важнейшая за эканамічныя нейкія пернікі ад Кремля. Я не могу залезть в голову Лукашенко. Предполагаю, что он думает примерно так, что шанс все-таки есть у России выиграть. Ну, выигрышем, наверное, они считают ввести в состояние шока общество гражданское европейских стран и выторговать для себя приемлемые условия замирения. И это будет победой для Путина и, соответственно, для Лукашенко. И я думаю, что Лукашенко надеется, что такой сценарий может быть реальным. А вот в случае, если он откажется исполнять волю Путина, то для него все закончится сразу же. Спадар Валер, вы аднойчы казалі, што трымаеце сувязь, ведаеце дзеючых вайскоўцаў беларускіх. Так вось, што яны думаюць про всю эту ситуацию? Я знаю очень многих военных белорусских. К сожалению, к моему глубочайшему сожалению, для меня самое тяжелое в жизни – это разочаровываться в людях. Большинство этих людей просто усадили свои седалища на теплые места, пользуются благами, которые им дают генеральские лампасы, и особо не думают, что будет завтра. Военных белорусских давно очень жестко отучили думать. И карьеру делают, и лампасы генеральские получают только те, кто четко исполняет волю руководства, даже если эта воля выходит далеко за рамки закона, даже если она сильно расходится с интересами Родины, люди об этом не думают, думают о спокойствии своего седалища, усаженного на теплое место. К сожалению, это так. Больше ничего их не хвалюет, на ваш погляд? Да нет, волнует. Думаю, что волнует. Думаю, что не все потеряно для этих людей. В глубине души, наверное, грызут их там какие-то черные кошки, но, к сожалению, на их поведение это как-то слабо проявляется. И ничего умнее они придумать не могут, как там, меня предателем называть. Время расставит все на места. История покажет, кто боролся за интересы Родины, а кто на самом деле оказался предателем и свою Родину ввел в тяжелую ситуацию и лишил будущего. Спадар Валер, некоторые политичные аналитики, в приватности, кажут, что вы просто нагнетаете ситуацию и что эти заявы шкодят белорусской оппозиции. Что бы вы им сказали? Каждый человек имеет право на свое личное мнение. Пусть высказывает. Я не слышал, чтобы Павел Лусин... Але вы просто сказали, это как попередить белорусов. Высказывая это, я преследовал несколько целей, в том числе предупредить белорусов, в том числе привлечь внимание европейской общественности к тому, что нужно серьезнее заниматься, активнее заниматься противостоянием возможным угрозам. Тогда есть шанс этого избежать. Если Путин, Лукашенко будут видеть жесткую силу и готовность защищаться со стороны европейцев, то с очень большой вероятностью такого сценария не произойдет. Дякую велике за размову. Валерий Сахашчык, об'єднаний переходний кабінет з нами у студії.